Мы продолжаем следить за ледовой обстановкой на реках республики. На сегодня закрыто уже 24 переправы. Эти кадры мы получили из Печоры, Усть-Илимского и Каркеросского районов. Вся последняя информация в репортаже Константина Куратова. Толщину льда на переправе в Печоре дорожники замеряют через день. На глаз ориентироваться сложно, говорят дорожники. Лед весной тает не сверху, а снизу. Его подмывает вода. В разных местах показатели сильно отличаются. Максимум 125 сантиметров. Такой панцирь еще выдерживает нагрузку в 10 тонн. Но осталось совсем немного. Лед быстро становится рыхлым. Все зависит, естественно, от погодных условий, которые Если оттепель будет быстрее, чем хотелось бы, то, естественно, переправа простоит, может, неделю от силы, если сильно будет оттепель. А если такая погода, днем заморозки, ночью заморозки, а днем потепление, то может 2 недели. После закрытия переправы и до начала работы паромов жители левого берега Печоры и рабочие смогут пользоваться железнодорожным транспортом. А вот многие усть-илимские села будут отрезаны от большой земли, поэтому предприниматели запасаются всем необходимым. Сегодня, допустим, машина ушла. Если уже закрывают, так значит пойдет следующая еще, успевают. Стараются завозить, что думаем, что пустой магазин не останется. В каждом населенном пункте определили лодочников, которые будут перевозить жителей. Спасатели уже осмотрели плавсредства, а муниципалитеты подписали с частниками договоры. Первый ледоход на юге республики ожидает в конце этой недели. В южных районах мы ожидаем на реке Летка где-то в пределах 20-х числах апреля. 25-го, примерно 25-28 по Вычегде. И в северных районах по Печоре, это вторая декада мая, где-то до числа 25-го. По прогнозам регионального управления МЧС, в этом году уровень воды будет ниже обычного. В планах нет и взрывных работ на Печоре. Как нам сообщили спасатели региона, 24 ледовые переправы уже закрыты. В основном это на юге Коми. Чрезвычайных происшествий на воде не зафиксировано. Константин Куратов, Игорь Данилов, Александр Вишняков и Анатолий Канев. Телеканал Юрган.